Уйгуры Монгольской империи. Юаньши. Хроники династии Юань. Том 126. Жизнеописание 13. Уйгур Лянь Сисянь, канцлер, создатель Монгольской империи Юань, мозг и совесть династии Хубилая. Часть 1. Лянь Сисянь, уйгур, сын Булухая, конфуцианское имя Шанцу. С детства был статным, манера поведения отличалась от обычных детей. Когда ему было 9 лет, рабы украли 5 лошадей и сбежали. После поимки по закону им полагалась смертная казнь. Отец разгневался, собирался передать их властям. Но Сисянь со слезами упросил сохранить им жизни, они смогли избежать казни. В другой раз, когда он сопровождал свою мать в Чжуншань, двое рабов напились и стали изрыгать оскорбления. Сисянь сказал: «Это потому, что считают меня маленьким». Немедленно отправил их под конвоем в тюрьму и высек их палками. Люди восхищались его умом. Ши Цзу Хубилай, будучи братом императора, принял Сисяня в свою свиту, когда ему было 19 лет. Видя его манеры и суждения, Хубилай оказал ему исключительную милость и благоволение. Сисянь искренне любил классические произведения и исторические труды, не выпуская из рук свитки. Однажды, как раз читая Мэн Цзы, он услышал вызов Хубилая, поспешно сунул за пазуху книгу и явился. Хубилай спросил его о содержании книги. Тогда Сисянь в ответ изложил главный смысл учения о доброй природе человека, пользе и долге выгоде, человеколюбии и жестокости. Хубилай похвалил его, назвал Лянь Мэнцзы. С этих пор он прославился под этим именем. Однажды он был на соревновании в стрельбе из лука перед Хубилаем с близкими сановниками. У Сисяня на поясе было 3 стрелы. Кто-то хотел забрать их для стрельбы. Сисянь сказал: «Ты считаешь, что я не умею стрелять? Просто сила моего лука немного слаба». Свита подала ему тугой лук. Он трижды выпустил стрелы и трижды подряд попал точно в цель. Толпа была в изумлении и сказали: «Он истинно талантлив и в гражданских, и военных делах». В год Цзинь 1254 год Хубилай назначил Сисяня Сюаньфуши губернатором столичной провинции Цзиньчжа, которая контролировала Лунси и Сычуань. Там князья и знатные вассалы самостоятельно управляли в своих уделах. Народ, вперемешку с тибетскими цаинами и кочевыми жунами, что делало управление особенно трудным. Сисянь сосредоточился на решении проблем народа, усмирял сильных, поддерживал слабых. В свободное время он консультировался о путях управления знаменитыми учеными-конфуцианцами, такими как Сюйхэн, Яшу. Первым делом просил назначить Сюйхэна Ти Цзюй управляющим школ Цзиньчжа для воспитания талантливых людей. Правила предусматривали, что ученые не должны быть рабами. Но в Цзиньчжа было много могущественных семей, которые не исполняли это правило. Тогда Сисянь приказал записать всех ученых в списке конфуцианцев. Был случай. Жена простолюдина-гадалка навела порчу, проклиная мужа, и убила его. После суда все его помощники говорили: как раз случилась сильная засуха, и гадалке следует смягчить наказание смертной казнью и помиловать. Сисянь настоял на законном наказании, и вскоре немедленно начался сильный дождь. Первоначально Хубилай был назначен императором Сянь Цзуном Мунг-Эханом управлять областью Гуанью провинции Хэнань. Через несколько лет клеветники заявили, что в княжеском доме Хубилая чиновники своевольничают и беззаконничают. Мунг-Эхан приказал Аландару и Лю Тайпину провести проверку, назначив безжалостных чиновников для широкомасштабного расследования, широко разрешив доносы. Сисянь сказал: «Управление Сюаньфусы исходит от меня лично, и если есть вина, конечно, я готов нести ответственность единолично. Какое отношение к этому имеют мои помощники?» Когда дело завершилось, в конечном счете, никто не был признан виновным. В год Цзивэй 1259 год Мунг-Эхан остановился лагерем в Хэчжоу. Хубилай переправился через реку Янцзы и взял Эчжоу. Приказал Сисяню описать казнохранилище. Сисянь привел более 100 конфуцианских ученых, которые поклонились до земли у ворот лагеря, и затем сказал: «Теперь, когда войска князя переправились через Янцзы, всех захваченных ученых следует выкупить на казенные деньги и отослать обратно, дабы показать вашу исключительную милость и щедрость». Хубилай похвалил его и принял совет. Возвращенных было более 500 ученых. Когда Мунг-Эхан скончался и пришла весть о его кончине, Сисянь сказал Хубилаю: «Вы, ваше высочество, прямой внук Чингисхана Тайцзо, единокровный младший брат покойного императора Мунг-Эхана. В походе на Юньнань вы в установленный срок усмирили его, а ныне в южном походе первыми переправились через реку. Небесный путь благоволения очевиден.
К тому же, высочество собирает и призывает талантливых и выдающихся людей, ваши дела соответствуют чаяниям народа. Чедолюбиво печетесь о простом народе, вся земля обращает к вам свои сердца. Теперь, когда покойный император покинул все народы, священный символ власти Шэньцзи остался без хозяина. Прошу вас быстро вернуться в столицу, занять Великий престол, дабы успокоить Поднебесную. Хубилай согласился и приказал Сисяню ехать первым, чтобы изучить обстановку. Сисянь ответил: Лю Тайпин и Хол Ухай находятся в Гуанью, а Хундухай – в Люпане. Армии, покоряющие юг, рассеяны по Шэньси и Сычуаню. Тайпин пытается заключить союз с этими генералами. Он коварен и хитер, и боится выдающейся доблести вашего высочества. Если он, опираясь на стратегические преимущества Гуанчжуна, замышляет коварный замысел, ситуация станет неконтролируемой. Следует послать Чжа Лянби для выяснения настроений людей и обстоятельств. Хубилай последовал его совету. Арик Буга, младший брат Хубилая, учинил смуту на севере, послал генерала Тохуса вести войска в Хэше, где они действовали жестоко. Знаменитый ученый из Чжэндина Липань однажды по приказу вдовствующей императрицы Сархахтани Бэки служил при Арик Буге, ведя с ним занятия. Тохус, разгневанный, что Липань не поддерживает его, заковал его в колодки. Сисянь навестил Липаня в тюрьме, доложил Хубилаю и его освободили. Хубилай приказал Сисяню преподнести угощение князю крови Цезун Ван Тачару, правнуку Ачигина, брата Чингисхана. Сисянь тут же от себя высказал князю: «Вам следует первым предложить план поддержки императора». Князь согласился, пообещав лично взять на себя это дело. Сисянь, вернувшись, доложил его слова. Хубилай сказал: «Такое важное и опасное дело, а вы совсем не боитесь». В год Гэншэнь 1260 год прибыли в Кайпин. Князья крови из императорского клана уговаривали занять престол, но Хубилай из скромности уступая, не соглашался. Сисянь вновь изложил соображения о времени и людях, и сказал: «Арик Буга для вашего высочества, младший брат от одной матери, проживает, охраняя северные земли. Единолично управляет уже много лет. Возможно, вожделеет священный символ власти. Обстановка непредсказуема, поэтому нам следует как можно скорее принять решительные действия». Хубилай согласился с ним. На следующий день взошел на престол, установил девиз правления Чжунтун. Сисянь подал доклад: «Корейский принц Гон долго пребывает в столице. Теперь, когда мы узнали о смерти его отца, следует отослать его обратно в страну и возвести в короли, дабы привязать милостью». Также сказал: «Войска из Эчжоу еще не вернулись, следует направить послов для заключения мира с Сун. Надо приказать армии возвращаться на север». Император последовал всем советам. Чжа Лянби вернулся из Гуанью, доложил о мятежных действиях Лю Тайпина и Хо Лухая. Все было так, как говорил Сисянь. Изначально территория Хань была разделена на 10 округов Дао, но затем объединили Цзиньчжа и Сычуань в один округ, а Сисянь был назначен Сюаньфуши, генерал-губернатор. Узнав об этом, Лю Тайпин и Хо Лухай поспешили в Цзиньчжа, тайно замышляя мятеж. Через 3 дня прибыл Сисянь, объявил императорский указ, послал гонцов для успокоения и разъяснений в Люпань. Вскоре судья Донь Шигуань Кёкёчу послал гонца с сообщением. Хундухай уже взбунтовался, убил посланника Дуолатая. Он послал людей к своим сообщникам, Мирхадже в Чэнду и Цэйтайбуке в Цэньцзюй, чтобы каждый привел войска на подмогу, а также щедро одарил золотом и шелком командиров военных станов оуруков монгольской армии, включая Онуху. Поднял новые войска и договорился с Лю Тайпином и Хо Лухаем выступить в один день. Сисянь, получив донесение, созвал помощников и сказал: «Император вновь взошел на престол, возложил ответственность на нас именно для сегодняшнего дня. Если не принять меры в ближайшее время, будет слишком поздно». Послал темника Ваньхулю Хэйма, правителя Чжун Цзиньчжа Гаопэнся, начальника инь области Хуачжоу Шигуана устроить засаду Лю Тайпину, Хо Лухаю и их сообщникам. Они схватили их, раскрыли их коварные замыслы и посадили всех в тюрьму. Сисянь снова послал Лю Хэйма казнить Мирхаджу, а генерал Цзун Шуай Ван Вэйчжэн был отправлен казнить Цэйтайбуку. Все подробности доложили через почтовые станции. В то время в Гуанчжуне не было войск для обороны. Сисянь приказал Ван Вэйлену возглавить войска из Цинигун и наступать на Люпань. Вэйлен сослался на отсутствие высочайшего указа. Сисянь тут же снял свою тигриную печать Хуфу и серебряную печать вручил ему со словами: «Это все мои секретные указы.
Вы, генерал, просто делайте мое дело. Верительная грамота уже послана гонцом. Также выдал 15 тысяч лян серебра для наград. Из казны выделил средства для пошива армейской одежды. Вейлен, тронутый такой заботой, выступил в поход. Сисянь также мобилизовал сменные гарнизонные войска из Шу и оставшихся дома дополнительных мужчин. Выдвинул монгольского офицера Бачуня для осуществления общего командования этими войсками Цзечи. Сказал ему: «Войска, которые ведете вы, генерал, не обучены. Войска Люпани отборные, не вступайте с ними в бой, лишь создавайте видимость присутствия войск, чтобы они не могли двинуться на восток, тогда великое дело свершится». Когда прибыл указ о помиловании, Сисянь приказал задушить Лю Тайпина и других в тюрьме, повесив трупы на улице. И только потом вышел встречать указ. Народ тогда успокоился. Затем послал гонца императору с самообвинением в своих преступлениях. Остановка помилования и приведение казни в исполнение, мобилизация войск, самовольное назначение Вейлена главнокомандующим. Но император высоко одобрил все его действия. Он сказал: «В канонах говорится: осуществляй власть по обстоятельствам. Син Цэюань — это именно тот случай». Хубилай пожаловал Сисяню золотую тигриную пайсцео, дал полномочия по общему командованию войсками и издал указ: «Я верил тебе власть над регионом. Поступай так, как считаешь нужным. Не связывай себя общепринятыми правилами и не упускай возможностей». Нюлинь, командир ставки военных станов Аурук-Гуань из западного Шу, собирался поднять войска в поддержку Хундухая. Бачунь схватил его и заключил в тюрьму Ганчжоу более 50 и его сообщников. Отослал двоих в Цзиньчжа, требуя казнить их. Эти двое знали, что обречены. Сисянь сказал генералам: «Хундухай не может воспользоваться ситуацией и двинуться на восток. Можно не опасаться других проблем. Ныне настроения не едины, еще остаются колеблющиеся. Их войска, увидев, что их командиры схвачены и заключены, станут нелояльными и вред принесут немалый. Поскольку они боятся смерти, мы должны всех помиловать, чтобы они были благодарны и служили нам. Отправить дополнительных воинов из этого войска подчиняться Бачуню – это лучшая стратегия». Вначале, после того как Бачунь схватил генерала, его армия, испуганная и встревоженная, в панике разбежалась, их нельзя было удержать. Когда же они узнали, что командиры остались целы, а генерал Нюлиня был даже освобожден, они обрадовались сверх ожидания. Он сурово приказал своим войскам подчиниться и приложить все свои силы. И все были довольны. Бачунь тоже успокоился и прозрел, действительно получив несколько тысяч отборных всадников, готовых идти с ним на запад. Император издал указ назначить Сисянь Жуншу Юченом правый канцлер и исполнять дела управления провинцией Циньшу. Хундухай, узнав, что в Цзиньчжа идут приготовления армии, переправился на запад через реку Хуанхэ и устремился в Ганчжоу. А Аландар снова повел войска из Каракарума, чтобы соединиться с ним, объединившись с генералами Ганьцу и Сычуани, а также послал Судона, старшего брата Нюлиня, написать письмо с призывом к Нюлиню. Тогда правитель Бай Цзянов в Чэнду, Монгутай в Синьюане, Ван Вэйчжэн и Кипча в Цзиньцзюй прислали гонцов с сообщением, что люди опасаются и сомневаются, обстановка непредсказуема. Сисянь послал гонцов с глубокими разъяснениями и суровыми предостережениями. Генералы обоих Шу издавна трепетали перед авторитетом Сисяни и подчинились приказу. Хундухай и Аландар, объединив армии, двинулись на восток, где генералы потерпели неудачу. Земли к западу от реки Хуанхэ были сильно потрясены. Принц крови Синь Цэиньван с западных земель Чжиби Тимоэр со своими припасами бежал в Шэньси. При дворе императора обсуждали возможность оставить две провинции Сычуани, отступить и удерживать Синьюань. Сисянь решительно доказывал невозможность этого и отступление остановили. Как раз принц крови Хэдэнь вместе с Ван Вэйленом, Бачунем и другими, объединив войска, вновь дали бой у селяна. Нанесли сокрушительное поражение, почти всех перебили или взяли в плен. Пленили двух главарей мятежа, отослали в столицу и выставили их отрубленные головы на рынке Цзиньчжа. Узнав об этом, император остался доволен и сказал: «Сисянь – настоящий муж». Он повысил Сисяня, назначил Пинчжэнши, премьер-министра, и пожаловал ему резиденцию. В то время Сисяню было 30 лет. Сисянь подал доклад. Сдавшееся население Сычуани все рассеяно по горным долинам, следует дать строгий приказ военным запретить захват в плен и грабеж. Командиры-тысячники Цэйнху понесут суровое наказание наравне со своими воинами-преступниками. Также запретил всем людям торговать живым товаром, пленными. Благодаря этому Сычуань успокоилась, и еще больше людей сдалось. Также распустил мобилизованных из семей, поставляющих соль из озера Сисянь в Шанси, а также гражданских жителей Цзиньчжа и других мест, которые несли гарнизонную службу в военных поселениях Тунтянь в Линчжоу. В то время Кипча захватил двух чиновников династии Сун Чжан Бинчжэня и Ван Чжэна.
Оба просили проявить жалость и отпустить из-за старости матерей. Сисянь вернул их обоих обратно. Вслед за этим написал письмо Юйцзё Сунскому Чжичжиши, наместнику Сычуани, разъяснив волю небес и дел человеческих. Юйцзё, получив письмо, был тронут, устыдился, соблюдал осторожность и не делал легкомысленные поступки. Генерал Гунчана доложил, что в Чжэньчжунчжоу замышляют мятеж, в который вовлечено более 400 человек. Сисянь тщательно расследовал дело и казнил только 5 зачинщиков. Сунский генерал Лю Чжэн сдал Лучжоу и арестовал несколько сотен человек, которые ранее вернулись в Сун. Сисянь дал приказ об их освобождении и написал письмо Цэ Зайчэнь, первому министру, советуя обращаться с Лю Чжэном милостиво. Так можно получить его верную службу до смерти. Лю Чжэн позже первым предложил план захвата Синьяна и действительно совершил выдающиеся дела. Сисянь ежегодно снабжал продовольствием семьи сунских генералов. Даже тем, кто служил Сун, разрешалось пересекать границу для свидания с родителями. Люди были тронуты этим. Летань поднял мятеж в Шэньдуне. В деле был замешан Ван Вэньтун. Пинчжэн, верховный советник Чжааби, всегда завидовал славе и заслугам Лян Сисяня. Потому он заявил, Вэньтуна на высокий пост назначили по рекомендациям Чжан и Сисяня. К тому же, Гуанчжун – стратегический регион, где Сисянь пользуется народной любовью и поддержкой, а его помощники – Хани Цэ Шантина и Уйгур Чжа Алянби. Это должно привлечь внимание императора. Хубилай сказал, Сисянь с детства служит мне, и я знаю его сердце. Тина и Лянби – оба праведные мужи, о чем беспокоиться. Фэй Чжэньинь, перебежчик из Шу, также оклеветал Сисяня по личной обиде. Он обвинил Сисяня в мятеже Летане. Якобы он также укреплял города и готовил войска, тайно лелея коварные замыслы. Император засомневался и приказал Чжуншу, правому канцлеру Ючену Наньхэ, заменить Сисяня во главе провинции, а также велел перепроверить обвинения. Но в конечном счете ложные обвинения не нашли подтверждения. Хубилай издал указ о возвращении Сисяня в столицу. Представ перед троном, он сказал, когда в Гуанишэньси был мятеж, Сычуань была охвачена беспорядками. Ситуация была критической и действовать надо было срочно и решительно. Я действовал по обстановке, не советуясь с помощниками. Если слова и не верны, то вина лежит только на вашем слуге. Прошу арестовать меня и предать суду. Император, поглаживая трон, сказал, то, что ты тогда сказал, известно только небу и мне. И в чем же твоя вина? Хубилай долго утешал и ободрял Сисяня. В результате повысил, назначив Чжуншу Пинчжэнши, верховный канцлер империи. Однажды в полночь Хубилай вызвал Сисяня во дворец. Вспоминал дела времен, когда он был еще князем. И потом коснулся высказываний Чжааби. Сисянь сказал, во время атаки на Эйчжоу, Сыдао соорудил чистокол вокруг города, завершив за одну ночь. Тогда Ваше Величество, оглядев сановников, спросил, где бы мне найти такого, как Сыдао. Лю Бинчжун и Чжан и предложили. В Шэньдуне Цэ Ван Вэньтун, человек ума и талантов. Ныне он советник Мулео у Летани. Вы спросили меня об этом, и я ответил. Тоже слышал о нем, но никогда не был с ним знаком. Император сказал, я тоже это помню. Во время, когда Сисянь возглавлял правительство, он восстанавливал и поднимал основные устои. Проверял соответствие чиновников реальным делам, увольнял недобросовестных и неспособных чиновников, пресекал и ограничивал пути к незаслуженной карьере, развивал полезное и искоренял вредное. Не было дел, которые бы он не упорядочил. Он добился всего, чего мог, и его правление заслужило всеобщее признание. Его законы и культурные реликвии до сих пор активно документируются. Также он предложил, с момента основания нашего государства министры повсеместно передавали должности по наследству. Прошло уже почти 60 лет, и их потомки обращаются с подчиненными как с рабами. Начальники областей и городов стали их конюхами, рабами и слугами. Подобного не было с древнейших времен. Следует изменить это и ввести систему проверки заслуг для продвижения. Это предложение привело к введению системы ротации чиновников.